Кстати, так засмотрелись мы с вами в футбол, что ни разу, ну, по крайней мере, ладно, буду говорить за себя, ни разу не вспомнил о времени. Мукам, штрафной, отличный пас. Стасевич на ударной позиции, бить и забивать нужно. Игорь это делает. Блестящий удар, без шансов для Плотникова. Но с такого расстояния, в такой ситуации, при таком расположении футболистов, конечно, надо забивать. И Стасевич просто паутинку с девятки ворот Минского Динамо снимает. Преимущество в атаке получают борисовчане, но вот сейчас 4 на 4 бегут. Стасевич, классная передача, Аскавыш, момент какой, Плотников отбивает вроде бы на добивание, следует, и борисовчане снова выходят вперед. И делает это, между прочим, никто иной, как Неманья Милич, который только что буквально появился на поле. Батэ сегодня снова в очередной раз сильнее. 25-й Кузьминок. 8-й Стефан Букарат. И чуть позже об этом, потому что мяч влетает в ворота. 1-0. Вот это начало. Неманья Милич во втором ряду матча забивает. Есть проблема у него с коленом. Диагноз точно уточняется. И вылетел уже в Италию. И в итоге не удалось выйти. Закрывают высоко сразу же буквально Вильямса на Драгуна. И Драгун забивает второй. 2-0. Вот так быстро. Двойной удар, двойной нокдаун. От Борисовского Батэ Станислав Драгун забивает 6-й мяч в нынешнем чемпионате. Калинки, но вот именно такими функциями его видит наставник Батэ. Игорь Стасевич забивает и делает счет 3-1. Ну вот, только какую-то надежду, казалось бы, подарили Автозавод своим поклонникам. И буквально сделать преимущество еще более серьезным. И получает это сделать Игорь Стасевич. Очередная голевая передача. Скажите мне, друзья, как он это делает? На второй минуте, внимание, счет матча открылся. Драгун на 1.